Краткий инструктаж и памятка. Мать троих детей Танзила Шахаева даже не подозревала, что живет буквально как на пороховой бочке. Стоит включить отопление, и беды не миновать, предупреждают МЧСники. К газовому прибору подсоединена резиновая шланга. Это уже нарушение требований пожарной безопасности. Также должен быть возле газового прибора лежать металлический лист. Вот тут внизу линолеум. Это уже нарушение требований пожарной безопасности. Рядом также стоит тумбочка деревянная. Это тоже может привести к пожару, гибели людей. Печь нагревается почти моментально, а в доме также быстро становится тепло. Только вместе с теплом помещение наполняется еще и угарным газом. Сотрудника МЧС женщина слушает внимательно, а в ближайшее время собирается решить вопрос с обогревательным оборудованием. Хорошо, мы устраним, когда супруг приедет с работы, все устраним, все сделаем. На первом месте у нас дети, безопасность детей. Впрочем, нарушений хватает не только в самом доме, но и на улице. Вот эта резиновая газовая труба, к примеру, подведена кустарным способом. Нарушение пожарной безопасности налицо. Но больше всего беспокойство надзорных органов вызывает вытяжная система. В этом щитовом доме есть еще одно грубое нарушение пожарной безопасности. Это вывод вытяжной трубы. Горючий материал ДВП, монтажная пена. По безопасности здесь должно быть предусмотрено небольшой такой вот кусок железного листа, который защищает от возгорания. К примеру, если включить сейчас эту печку, то буквально через 5 минут, как только нагреется эта труба, может загореться и сам дом. Чаще всего ЧП возникает из-за неправильного использования обогревателей и газовых печей. Элементарные ошибки оказываются роковыми. Достаточно вспомнить случай, произошедший в январе 2016 года. Тут же в Малгобекском районе. В семье Кадзоевых угарным газом отравились 2 девочки, одна из которых погибла. Чтобы предостеречь жителей, а заодно и проверить соблюдение предписанных законом норм безопасности, сотрудники МЧС совместно с местной администрацией проводят такие рейды. В период отопительного сезона разработан и утвержден план основных мероприятий по организации и проведению в Малгобекском районе города Малгобек второго этапа надзорно-профилактической операции. Согласован график для проведения подворовых обходов в жилом секторе с раздачей брошюрок. Дому Зины Катоевой почти полвека, и пожарной безопасности хозяйка старается уделять самое пристальное внимание. Печь в пригодном состоянии, газ подведен металлической трубой. Словом, придраться не к чему. Разве что стоит заменить электропроводку и розетки в доме. Нам хватает эта печка. Их всего 3 комнаты, тем более это дом, как говорится, саманна, не саманна, а плетенка. Тепло здесь держится от этой печки у нас. Камины. Можете посмотреть камины, плитки, шамаш, оглелится. Предупрежден, а значит вооружен. Проводя такие рейды, сотрудники МЧС все же рассчитывают на сознательность самих жителей. Ведь одно дело рассказать им о правилах пожарной безопасности, и совсем другое, будут ли они их соблюдать. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24.